Добрый день, это передача «Акцент». Сегодня у нас в гостях заместитель декана исторического факультета СФУ Наталья Николаевна Радченко. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Николаевна Радченко, заместитель декана исторического факультета СФУ по научной работе, доцент кафедры всемирной отечественной истории, этнологии, археологии, кандидат исторических наук. В 1995 году закончила историко-юридический факультет Якутского государственного университета по специальности «История». В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Политические организации и союзы Якутии» 17-20 годов в диссертационном совете Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха-Якутия. Преподает по специальности с 1995 года. Приближается столетие событий, коренным образом поменявших судьбу нашей страны. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, о причинах Октябрьской революции. Почему она состоялась? 2017 год, безусловно, проходит под знаком столетия революции. Уже 100 лет прошло со дня революции 1917 года, и с тех пор наше общество задается вопросом, почему произошла революция 1917 года, каковы причины этих событий, их последствия. И до сих пор не дано, конечно, никаких однозначных оценок. Наверное, должно пройти еще, может быть, лет 100, чтобы наше общество более спокойно относилось к истории революционных событий 1917 года. Но если говорить о революции 1917 года в целом, то нужно обратить внимание на то, что в советской исторической литературе было принято говорить о том, что в 1917 году у нас произошло две революции. Февральская буржуазно-демократическая и Великая Октябрьская социалистическая революция. Но в 90-е годы после отказа от марксистской методологии стали говорить о том, что в 1917 году произошла одна революция. Российская революция 1917 года или Великая Российская революция. Сегодня есть историки, которые пишут о том, что Великая Российская революция началась в 1917 и длилась до 1922 года. И включала в себя и февральскую, и октябрьскую революцию, и гражданскую войну. Поэтому, если в этом контексте посмотреть на события 1917 года, то можно выделить, наверное, несколько причин событий 1917 года. Ну, во-первых, надо посмотреть на то, что представляла собой Российская империя в начале XX века. Огромное государство, занимавшее 1/6 часть суши, но в России на протяжении многих десятилетий, может быть, даже столетий, копились те противоречия, которые особенно обострились в начале XX века. Это социальные противоречия, безусловно. Российское крестьянство, которое получило свободу по реформе 1861 года, к 1917 году крайне страдало от нехватки земли, от малоземелья, и все эти противоречия характеризовались как аграрный вопрос. Зарождающийся российский пролетариат, рабочий класс, тоже находился в сложном положении, не было разработано рабочее законодательство, поэтому довольно остро стоял и рабочий вопрос. Также Российская империя представляла собой многонациональное государство, и не всем народам в составе Российской империи жилось достаточно комфортно, поэтому действовало очень много национальных поэтических организаций, поэтических партий, которые ставили вопрос о расширении местного самоуправления, о федеративных отношениях в России. Так что можно говорить и о наличии национального вопроса. И самый главный, наверное, остро вставший вопрос к 1917 году – это вопрос о власти. Политическая система страны была несовершенна, очень многие были недовольны властью Николая II, который не хотел разделить это бремя власти с либеральной оппозицией, поэтому нарастали различные политические движения, как либеральные, так и леворадикальные, которые стремились к власти. Но при всех этих противоречиях, наверное, Российская империя могла бы и дальше продолжать существовать, если бы не начавшаяся Первая мировая война. Все эти противоречия обострились с началом Первой мировой войны, и в результате обострившихся противоречий в феврале 1917 года происходит революция и произошло падение монархии. А уже, собственно говоря, октябрьские события были вызваны тем, что пришедшее к власти Временное правительство так и не смогло решить все эти наболевшие вопросы, все существующие противоречия. Продолжалась война, Временное правительство не торопилось с проведением реформ, даже не созвало учредительное собрание к октябрю 1917 года. И этот комплекс противоречий
и привел к событиям октября 1917 года. Так, мы знаем, что власть в итоге досталась большевикам. Благодаря чему им удалось захватить власть? И самое главное, благодаря чему им удалось ее удержать в руках в это смутное время? Приход большевиков к власти как раз и можно объяснить вышесказанным. Да? Одной из главных причин того, что большевики пришли к власти, наверное, можно отнести как раз бездеятельность Временного правительства. Оно продолжало курс наведения войны до победного конца. Народ же устал от войны, не торопилась с реформами, а осенью 1917 года еще и пытается отправить на фронт Петроградский гарнизон. И в этих условиях появляется партия большевиков, которая не запятнала себя участием во Временном правительстве, которая выдвигает ясные и понятные лозунги: мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим, предлагает некий такой социально благополучный вариант дальнейшего развития страны, где будут все равны, где не будет эксплуататоров, где возможно построение такого светлого социалистического будущего. И вот этот вариант некапиталистического пути освоения достижений индустриальной эпохи многим тогда в 1917 году показался достаточно привлекательным. Поэтому идеи, ясные и понятные лозунги большевиков привлекли значительную часть революционной демократии. А лозунг большевиков, направленный на скорейшее заключение мира, очень привлек, конечно, солдат, революционных матросов, которые поддержали в октябре 1917 года большевиков. Но еще одним важным фактором победы большевиков можно считать, наверное, субъективный фактор. У большевиков были такие лидеры, как Ленин, Троцкий, которые смогли организовать свою партию вот в эти осенние дни 1917 года, и благодаря их поэтической воле и решительности, наверное, да, это была значительная часть успеха большевиков, которые смогли прийти к власти. Ну и взяв власть, провозгласив власть советскую, большевики, в отличие от Временного правительства, достаточно быстро претворяют в жизнь свои лозунги, заключают перемирие с Германией, а затем Брестский мир, принимают декрет о земле, который дал землю крестьянам. И, наверное, благодаря этому им удается, в принципе, вот тогда, на тот момент, удержать власть в своих руках. Ну а затем уже начавшаяся гражданская война, она тоже, в общем-то, благодаря деятельности и красных командиров, и лидеров большевиков, и тому, что все-таки им удалось привлечь на свою сторону большую часть населения страны, крестьянства, им удалось эту власть удержать и на протяжении гражданской войны и выйти из нее победителями. А вот какие последствия имела Октябрьская революция для страны как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном будущем? Безусловно, революция 1917 года стала переломным моментом в истории, наверное, даже не только нашей страны, да, но и всего человечества в 20 веке как минимум. 1917 год стал началом совершенно нового этапа в истории нашей страны, советского периода. Ну, в краткосрочной перспективе, наверное, сразу же после октября это было время очень сложное, тяжелое, это время гражданской войны, военного коммунизма, когда проводились только первые мероприятия советской власти. И это кризисное время, наверное, надо было преодолеть, но большевикам удалось как раз вот так организовать жизнь страны, что им удалось выйти из этой кризисной ситуации. Благодаря военному коммунизму было обеспечено снабжение городов продовольствием, им удалось сохранить свою власть благодаря военному коммунизму, а уже в начале 20-х годов они, понимая опасность продолжения политики военного коммунизма, переходят к НЭПу. Так что вот большевикам после октября 1917 года удается сохранить свою власть и создать советское государство. Вот в краткосрочной перспективе, что они создают совершенно новое советское государство, они принимают Конституцию РСФСР 1918 года, то есть строят политическую систему на совершенно новых принципах, на принципах советской власти. И начинают осуществление грандиозного социального эксперимента по строительству социалистического общества. Нигде никогда в мире такого общества не существовало.
оно было разработано только в трудах теоретиков марксизма. И вот большевики поставили своей задачей построить вот такое идеальное бесклассовое общество. И более 70 лет в нашей стране этот социальный эксперимент продолжался. Но если посмотреть в долгосрочной перспективе, то, конечно, сложно однозначно оценить последствия прихода большевиков к власти, установления советской власти, начала советского периода в нашей истории, поскольку в советском периоде нашей истории есть свои плюсы, есть свои минусы. Безусловным плюсом можно отнести то, что было создано сильное советское государство, осуществлявшее социальную политику, давшее людям очень много социальных гарантий, образование, медицина и так далее. В конечной перспективе было создано сильное государство, которое добилось больших успехов и на международной арене, и в экономических вопросах. Но при этом, конечно, вот эти социальные завоевания советской власти, они дались стране очень дорогой ценой. Это и репрессии 30-х годов, да, и идеологизированность советского общества. Так что в истории не бывает таких однозначных, наверное, плюсов и минусов. Да. Все события мы стараемся оценить объективно, говоря и о достоинствах, и о недостатках, да, того или иного события, исторического процесса. Наталья Николаевна, спасибо вам за ваши интересные ответы. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.